В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. До конца этой недели каждый пострадавший житель Якутии получит материальную помощь. Сумма в размере 236 миллионов рублей уже полностью доведена до муниципальных образований. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госкомобеспечения республики Дмитрий Лепчиков. Средства до всех муниципальных образований на ликвидацию последствий паводка в размере 236 миллионов рублей доведены в полном объеме. Планируется, что до конца этой недели каждый, кто пострадал от весеннего паводка этого года, получит деньги, сказал он. От наводнения на реках Алдан, Алазея, Амга, Индигирка, Колыма и Лена пострадали 63 населенных пункта в 15 районах Якутии. В зоне затопления оказались 1482 жилых дома, в которых проживает 5330 человек. Пострадали также объекты экономики и транспортной инфраструктуры, здания социальной сферы, объекты ЖКХ и энергетики. Совокупный материальный ущерб, по данным экспертов, составил 1 миллиард 300 миллионов рублей. Перед властями поставлена задача завершить работы по всем объектам социальной направленности к 1 сентября. Транспортная инфраструктура с учетом северных и арктических районов должна быть восстановлена до октября. В продолжение темы пострадавшим от весеннего паводка в Якутии выделили дополнительные 26,5 миллионов рублей. Такая сумма поступила на специальный лицевой счет для безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Из общей суммы 9,1 миллион рублей были направлены в село Кальвица Кобяйского района на восстановительные работы. Помимо этого, 9,5 миллионов рублей направили Минтруду Якутии на дополнительную материальную помощь многодетным семьям, получающим ежемесячное пособие на ребенка, и неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости и по инвалидности, включенных в список пострадавших от весеннего паводка. На целевые назначения с указанием конкретного получателя направлено 1 миллион 30 тысяч рублей. На оказание финансовой помощи гражданам с разрушенным печным контуром, на приобретение строительных материалов, в том числе кирпичей, в разрезе муниципальных образований направлено 5 миллионов 564 тысячи рублей. Креативная экономика является одним из приоритетных направлений развития экономики Якутии. Об этом сказал временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. Экономика будущей Якутии базируется на 3 китах – традиционная экономика, инновационная и креативная. Я считаю, что именно креативная экономика обеспечит рост нашей республики в ближайшие годы. Самое главное – это человеческий капитал. Главное нам сейчас не мешать, не ставить препятствия и сделать все возможное, чтобы творческие люди не уезжали за пределы региона и страны, сказал он. Временно исполняющий обязанности главы Якутии также отметил, что корпорация развития республики будет поддерживать исключительно несырьевые проекты, в том числе креативную индустрию. Что касается творческого потенциала, то на данном этапе развития креативной индустрии, по мнению Айсена Николаева, якутянам необходимо научиться монетизировать свой творческий потенциал. Человеческий капитал плюс цифровая трансформация позволят выйти креативным индустриям республики на международный рынок. Ведь главное не просто придумать и произвести, главное продать, сказал он. Компания «Алроса» выделила 11,5 миллионов рублей на плановый ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта «Полярный», расположенного в 10 километрах от города Удачный Мирнинского района. Аналогичная сумма будет выделена из федерального бюджета. Ремонтные работы начались 28 июля и продлятся до конца сентября. За 2 месяца планируется отремонтировать 920 квадратных метров сколов. Для этих целей используется качественный бетон, имеющий сертификат Росавиации. Смесь имеет специальные добавки, благодаря которым бетон набирает прочность в течение 6 часов, в то время как товарному бетону для этого требуется 28 суток, сообщили в компании. Отмечу, что последний ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Полярный» проводился 4 года тому назад.
В понедельник курс доллара превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года. Однако днем российская валюта начала резкий рост, частично отыграв потери. По данным Центробанка России, на 14 августа курс доллара составляет 68 рублей 22 копейки, евро 77 рублей 65 копеек. Рубль падает с середины прошлой недели после сообщений о новых санкциях США против России. В Центральном банке подчеркнули, что регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности. Первый вице-премьер Антон Силуанов также заверил, что правительство обеспечит стабильность экономики, несмотря на санкции. На фоне валютной нестабильности в ночь на среду подорожают цены на авиабилеты из России за границу. Рост цен примерно составит 6–8%. Валютный курс напрямую влияет на стоимость авиаперелетов по международным направлениям, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются по валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта, пояснил генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Билетикс Александр Сизинцев. Российские туристы уже отреагировали на падение курса. На 8–12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям никаких скачков не наблюдается. Минфин предложил преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог. Соответствующая поправка предложена в Налоговый кодекс Российской Федерации. Сейчас размер платы за негативное воздействие на экологию регулируется законом об охране окружающей среды. Он определяется исходя из объема или массы выбросов вредных веществ. В Минфине сообщили, что анализ динамики поступлений такой платы в бюджет продемонстрировал неэффективность подобного механизма. Из-за этого на решение экологических проблем приходится выделять дополнительные средства из федерального и местного бюджетов. В связи с этим ведомство считает уместным прибегнуть к опыту других стран и взимать оплату в виде налогового платежа. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.